Мост через Каму в обход Нижнекамска и набережных Челнов растет на глазах в режиме нон-стоп. Здесь трудится более 300 строителей. Уже установили часть главных опор, армировали и бетонировали стойки. Сейчас рабочие монтируют русловую часть пролетного строения перехода. Дорожное полотно рабочие собирают словно гигантский конструктор. Для этого используется множество одинаковых фрагментов, которые позже стыкуются друг с другом. Для этого используется так называемый метод надвижки. Русловая часть моста состоит из 64 блоков, вес 11 тонн. Для их надвижки используется аванбек – это временная консоль. Аванбек предусмотрен для наезда на последующие опоры, так как он имеет форму лыжи. Сложность моста именно продольной надвижки в том, что надвижку приходится выполнять в гору, грубо говоря, в высоту с уклоном 40 промиллей. Надвижку всей металлоконструкции завершат в следующем году. Затем специалисты начнут устройство мостового полотна, монтаж освещений и барьерного ограждения. Чтобы ускорить процесс строительства, прямо к мосту из Тольятти по воде доставили передвижной цементный завод. Он такой единственный в России. Там изготавливается бетонная смесь, и через специальные трубопроводы эта бетонная смесь подается прямо в опору либо БНС. Это сделано, чтобы сократить время бетонирования и также время доставки бетонной смеси до опор. Протяженность будущего моста через Каму почти 1,5 километра. Объект станет одним из важнейших этапов при строительстве трассы М7 в рамках скоростного маршрута Казань-Екатеринбург в Татарстане. Протяженность дороги в обход Нижнекамска и набережных Челнов 81 километр. Это будет четырехполосная трасса с 10 мостами, 5 транспортными развязками. Самое сложное на этом участке, это получается вот эти 10 мостовых сооружений на 23 километрах. Это очень много. Вот. Это очень трудозаемкий процесс. По дорожной части это болотистые участки. Геотекстиль был заложен, получается стабилизация. Параллельно возведению моста идет строительство и самой трассы. Так, у поселка Шингальчи уже завершены земляные работы и положили асфальт. У нас уже 2 пролета готовы под устройство балок, под монтаж балок. Значит, большая часть, опять же повторюсь, вот с 13 по 22 стойки полностью завершены, то есть степень как бы завершения до монтажа балок у нас очень высокая, практически 80% всех этих работ до монтажа уже завершены. Работы ведутся с опережением графика. В эксплуатацию новую дорогу планируют ввести в конце 2024 года. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Нижнекамский район.